День физкультурника всегда подразумевает полное погружение в спортивную атмосферу. Так, в Сибайской спортшколе состоялась очередная сдача нормативов ГТО. Данное физкультурно-спортивное движение начинает свою историю еще с далекого 1918 года, но современный комплекс ГТО был возрожден только в 2013 году, что вызвало бурный поток желающих сдать нормативы. Каждый сам для себя решает, проходить через данное спортивное испытание или нет. Но одна черта объединяет всех участников – целеустремленность, ведь именно она так нужна, чтобы начать подготовку ГТО. Сегодня праздник Дня физкультурника на нашем здании в Центре тестирования ГТО проводится акция «Проверь себя». Многие желающие сегодня пришли, принимаем мы в основном сегодня по техническим видам спорта. Прежде чем к нам прийти на Центр тестирования ГТО, муниципальный центр тестирования находится у нас в здании детской спортивной школы на первом этаже Центра тестирования. Вы должны обязательно зарегистрироваться на сайте ГТО, взять УИН номер 13 цифр и подойти к нам. Вы пишете, подходите к нам, приносите с собой медицинскую справочку, пишите заявление, по каким видам вы будете сдавать. Нормативы по ГТО у нас 11 ступеней, но самые главные – это обязательные виды. Это беговые, бег на короткие дистанции, бег на длинные дистанции, и силовые, подтягивание на перекладине или сгибание в упоре лежа и наклон. А все остальные виды у нас идут по выбору. Плюс ГТО в том, что сдать норматив может абсолютно любой человек, и для этого не обязательно быть спортсменом. Главное – это уверенность в своем здоровье и большое старание. В этом году особенно много молодых представителей в возрасте от 7 лет, которые уже решили испытать свои силы. Любой человек, обязательно любой человек. Но единственное, что условия такие, обязательно должен быть допуск врача, что ребенок или взрослый готов к сдаче норм ГТО. За 2017 год у нас на сайте ГТО зарегистрировано 3369 человек. Это получается с 1 по 11 ступень. И из них за первый квартал 2017 года и второй квартал дополнительно приняли участие и сдали 860 человек. Из этой количества людей, 63 человека знали на знак отличия ГТО. 32 человека сдали на знак отличия. Я сегодня здесь буду сдавать ГТО. Это где надо подтягиваться, отжиматься, прыгать длину, наклоны. В это время в другом спортивном зале проходили соревнования по волейболу, где каждый участник боролся уже не за личную, а за командную победу. Волейболом я начал заниматься еще со школы. Я сам сакьяр, там в школьные годы учился и играл. Почему ты выбрал именно этот вид спорта? Я просто как любитель, люблю очень. Я слежу за всеми матчами сборной и нашего клуба «Урал» волейбольного. Он просто как это хобби мое. Наверное, как и в любом виде спорта, это трудолюбие. Это самое главное. Надо трудиться, тренироваться ежедневно. В волейболе, конечно, есть такой лимитирующий фактор, рост обязательно нужен. То есть, если человек высокий, то можешь чего-то добиться с маленьким ростом, но лучше пойти в другой вид спорта. Участниками турнира по волейболу стали не профессиональные, а любительские команды, а потому и победа для них не являлась самоцелью. Выход на спортивную площадку всего лишь повод встретиться с единомышленниками, немного размяться и лично приобщиться к массовому спортивному движению. Также в рамках Дня физкультурника в городе прошел еще ряд мероприятий. Среди них товарищеские игры по хоккею и фитнес-марафон от нового фитнес-клуба Body Club. Оксана Старовойтова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.